Илья Егорович родился 1 января 1896 года в Кусаан-Эльском наследии Намского улуса. Отец умер, когда ему было всего 3 года. Через 2 года ослепла мать. По настоянию жителей наследия в 1904 году был определен в церковно-приходскую школу в селе Конда-Крест села Намцы. Слепая мать умерла, когда ему было всего 11 лет. Побатрачив в родном Улусе, летом 1916 года нанялся на сезонные работы в Булунский Улус и с перерывами проработал до лета 1920 года. С 1920-24 годах Илья Егорович вступил в ряды ВКПБ, принимал активное участие в становлении советской власти в родном Улусе. В июне 1924 года Винокуров был направлен для организации Булунского административного округа. Знание обычаев местного населения, умелое руководство Ильи Егоровича позволило без особого кровопролития ликвидировать остатки банд белогвардейцев Новгородова, Храповицкого и организовать Булунский округ, в состав которой вошли Жиганский, Устьянский улусы, Хатанга-Анабарский район. В конце 1926 года по решению Бюро обкома партии Илья Егорович был направлен в городе Москва на 9-месячные курсы уездных партийных работников. По возвращению в Якутию летом 1927 года вновь был послан в Булун секретарем окружного комитета ВКПБ, проводил большую работу по ликвидации голода, безграмотности, строительству культурно-просветительских учреждений, школ, медпунктов, баз для продовольствий и промтоваров и запечатлен организацию рыболовецких артелей. С 1929 по 1933 годы Винокуров Илья Егорович был переведен в Намский район для организации и последующего руководства машинно-тракторской станции, которая в последующем внесла неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства района. С 1929 по 1933 годы Винокуров Илья Егорович был переведен в Намский район для организации и последующего руководства машинно-тракторской станции, которая в последующем внесла неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства района. В 1934 году в качестве инструктора ЯЦИКа Илья Егорович был направлен на север. Совместно с Иннокентием Михайловичем Сусловым, членом комитета Севера при президиуме Всесоюзного ЦИК, был составлен проект организации Оленёкско-Ессейского Эвенкийского района. В результате 10-месячной напряженной работы были построены культбаза, школа, ликбезы по наследям, организована работа интегрального кооператива, прообраз коллективных форм труда кочевых хозяйств. С октября 1935 года по ноябрь 1936 года Илья Егорович блестяще окончил курсы советского строительства при ВЦИК СССР в городе Москва. С 1 января 1937 по июль 1938 года Илья Егорович работал председателем Вилюйского райисполкома, секретарем районного комитета партии. От Угулякского округа Вилюйского района был избран депутатом Верховного Совета Якутской АССР, на первой сессии которого его утвердили наркомом здравоохранения Якутской АССР.
С 29 июля 1938 года нарком здравоохранения Илья Егорович всего за 1 год работы успел открыть несколько противотуберкулезных санаториев, почти во всех районных центрах противотуберкулезные пункты, во многих районах туберкулезные больницы и диспансеры. Трахоматозный диспансер был реорганизован в республиканскую глазную больницу. В районных центрах открыты трахоматозные пункты. В течение 8 месяцев в 1939 году Наркомздравом введены в эксплуатацию общежитие на 120 мест и столовая Якутской фельдшерско-акушерской школы, Якутский детский костный тубдиспансер, Чурапчинский тубсанаторий, приемный покой и санаторный корпус курорта Абалах, Кусюрская больница, детские ясли в селе Амга. Была остановлена волна репрессий против конкретных медицинских работников, получила поддержку и путевку в науку целая плеяда молодых врачей. С ноября 1939 по июнь 1943 года Илья Егорович работал заместителем председателя Совнаркома Республики по вопросам культуры, народного образования, здравоохранения и науки. В марте 1941 года Илья Егорович возглавил якутскую делегацию на конференции Академии наук СССР по исследованию развития производительных сил Якутии, где были приняты основные направления геолого-разведочных работ, промышленного освоения месторождений полезных ископаемых. Эта конференция позволила уже к 1949 году открыть месторождения алмазов, коксующихся углей, железных руд, нефти, газа, создать Институт мерзлотоведения, филиал Академии наук СССР, на базе Педагогического института открыть Якутский государственный университет. В своем выступлении на торжественном совещании, посвященном столетию Ильи Егоровича Винокурова, первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев особо подчеркнул заслуги Ильи Егоровича по спасению от голодной смерти якутского народа в годы жестокой засухи в 1939 по 1942 годы и Великой Отечественной войны. Илья Егорович вел неравную борьбу с голодом всеми доступными средствами, и все же весной 1942 года ему удалось убедить членов Политбюро Центрального комитета ВКПБ и добиться принятия 13 апреля 1943 года постановление Центрального комитета ВКПБ о руководстве сельским хозяйством Якутской АССР, приведшего к полной смене руководителей обкома партии Якутской АССР во главе с первым секретарем Степаненко, допустившим страшную трагедию. Если с фронтов Великой Отечественной войны не вернулись более 37 тысяч воинов, то за те же годы в тылу от голода, болезней, включая умерших естественной смертью, погибло более 60 тысяч якутян. По настоянию Винокурова Ильи Егоровича в 1944 году были отменены решения 1942 года, приведшие к Чурапчинской трагедии, а оставшиеся в живых семьи возвращены на прежнее место жительства. К 1951 году в Советском Союзе мирная жизнь налаживалась. Перед страной вставали новые задачи, новые цели, и в Якутии начали реализовываться планы, разработанные по итогам работы Конференции Академии наук СССР
еще в 1941 года. 19 декабря 1952 года по циркуляру из Центрального комитета КПСС Бюро Якутского обкома ВКПБ утвердило Винокурова Ильи Егоровича управляющим треста «Сельстрой» при Совмине Якутской АССР. Именно с 1952 года в республике начинают строить на научной основе по типовым проектам, внедряется график финансирования, планирования строительства. В сельских районах создаются филиалы «Сельстрой», строительные, передвижные, механизированные колонны. Укрепляется материально-техническая база строительной промышленности республики. Неоценима заслуга Ильи Егоровича Винокурова перед своим народом. Сегодня в память об этом великом сыне своего народа издана книга «Илья Винокуров». Имя Ильи Егоровича Винокурова присвоено Намскому педагогическому колледжу технологии и дизайна, Хатын-Аргынской средней школе Намского улуса. В его родном селе Хатын-Ары в Намском улусе в 2007 году открыт музей. В 2016 году установлен памятник на Малой Родине. Жизнь Ильи Егоровича Винокурова, яркого представителя молодого поколения якутской интеллигенции, великий пример служения своему народу, пример человеколюбия, заботы и внимания. Он опережал свое время в силу своей глубины мыслей, масштаба сформировавшейся личности, готовности, несмотря ни на что, выступить на стороне чести и не бездействовать при виде несправедливости. Память о таких людях не имеет срока давности и передается от поколения к поколению. Сегодня наша дань памяти славному сыну якутского народа должно стать неразрывной цепью связи поколений в бурно меняющемся ритме жизни.